Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главных темах. Службе госбезопасности Абхазии исполнился 31 год. Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась в новые регионы России. Вакцинация, лечение граждан за рубежом, диспансеризация, строительство детской больницы в Минздраве подвели итоги уходящего года. Проблемы и перспективы развития спорта и молодежной политики в Абхазии обсудили в Общественной палате. 20 декабря сотрудники службы государственной безопасности отметили профессиональный праздник. Этот день объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную работу. Сотрудники СГБ возложили цветы к мемориалу погибших в Парке Славы. Затем в здании СГБ прошло торжественное собрание. В мероприятии принял участие президент Аслан Бжания. Становление органов безопасности республики неразрывно связано с историей нашего государства. Все основные политические события, происходившие в стране, не раз ставили перед личным составом СГБ задачи, решение которых требовало высокого профессионализма, самоотдачи, верности долгу и мужества. Вера в победу и преданность долгу стали фундаментом преемственности поколений сотрудников службы безопасности, отметил председатель СГБ Тимур Ахиба. Он также добавил, что сотрудники СГБ с честью несут службу по защите Родины. В этот день самые теплые слова благодарности нашим ветеранам. Профессионализм, беззаветное служение, стремление поделиться своим опытом, знаниями всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов Республики Абхазия. Сегодня мы отмечаем День работника органов государственной безопасности. Чествуем тех, кто посвятил свою жизнь благородному и нелегкому делу. К большому сожалению, за прошедшие годы нам пришлось столкнуться в работе с трагическими невосполнимыми потерями, гибелью при исполнении служебного долга и преждевременным уходом наших коллег. Светлая память всем, они вечно в наших рядах. Прошу почтить их память минутой молчания. Сотрудников службы государственной безопасности с профессиональным праздником поздравил президент республики Аслан Бжания. Глава государства подчеркнул, что служба органов государственной безопасности сопряжена с высокими рисками, требует профессионализма, мужества и постоянного усовершенствования навыков. Он также сказал, что служба госбезопасности стоит на страже суверенитета и безопасности, являясь надежным щитом национальных интересов Абхазии. Я хочу поздравить всех присутствующих, уважаемые гости. Мы с вами одной крови, с праздником, и желаю успехов на благо служения Отечеству, семейного счастья и благополучия. С юбилеем коллег, сотрудников и ветеранов СГБ поздравили руководители силовых ведомств республики, Генпрокуратуры, МВД и ГСО. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов государственной безопасности. Ваша работа предполагает ежедневное преодоление многочисленных трудностей, решение ответственных задач по обеспечению безопасности наших граждан и защите национальных интересов от внешних и внутренних угроз. В период Отечественной войны народа Абхазии и по сегодняшний день ветераны службы государственной безопасности и новое поколение сотрудников делали и делают все возможное для защиты интересов нашего государства. Уверен, что и в дальнейшем вы будете преданно и с честью выполнять свой служебный долг. От имени руководства Генеральной прокуратуры и от меня лично примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания. Этот праздник является особенным, поскольку он отмечает значимую роль чекистов в обеспечении безопасности нашей страны. Ваша работа по праву требует высокой степени мужества, умения принимать быстрые и правильные решения в сложных ситуациях. Хочу выразить вам и вашим коллегам огромную благодарность за преданность и самоотверженность. Пусть профессионализм и спокойность, стойкость всегда будут вдохновлять вас на новые достижения. Желаю крепкого здоровья, силы и мудрости во всех делах. Пусть ваш труд приносит вам гордость и удовлетворение. С наилучшими пожеланиями.
Своих коллег поздравили и представители Федеральной службы госбезопасности России в Абхазии. Вот уже 31 год сотрудники СГБ честно и добросовестно исполняют свой долг, действуя строго в рамках закона, проявляя мужество и профессионализм. За эти годы служба госбезопасности Республики Абхазия проявила себя как организованная. Могу похвалиться одной из лучших ведомств страны. Многое перенесли наши сотрудники. Были и потери. Задача, как стояла, обеспечить безопасность народа и Республики Абхазия, она остается прежней. Коллектив на самом деле подобран. Вы все прошли спецобучение в Республике Российской Федерации, имеете достаточный опыт работы. Те, кто начинал после войны, уже многие из нас, хотя я еще в КГБ начинал лет 1,5 лет, сегодня в отставке. Добра, здоровья, благополучия в семье, и чтобы поменьше вызовов было, это все зависит от вас, чтобы вы достойно встретили, достойно отметили и чтобы достойно получали упреждающую информацию. В честь праздника ряду сотрудников СГБ были присвоены очередные воинские звания. Отличившиеся были награждены памятными подарками и грамотами. Назначить майора Кучуберия Дмитрия Гарьевича заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания. Присвоить подполковнику Чаквитадзе Руслану Отаровичу, советнику председателя группы советников Службы государственной безопасности Республики Абхазия, очередное воинское звание полковник. Адис Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Минобороны прошли оперативно-мобилизационные сборы руководящего состава вооруженных сил Абхазии по подготовке на следующий год. Сборы прошли под руководством начальника Генерального штаба Владимира Савченко. Были рассмотрены актуальные проблемы обеспечения военной безопасности государства, определены пути и способы их решения на современном этапе. На оперативные сборы привлекались оперсостав Минобороны и Генштаба, представители силовых структур, Совета безопасности, а также члены парламентского комитета по обороне и национальной безопасности. Президент, главнокомандующий вооруженными силами нашей страны Аслан Георгиевич Бжания подчеркивал неоднократно в своих выступлениях: мир вокруг Абхазии буквально за последнюю пару лет стал гораздо менее устойчивым и спокойным, чем было раньше. В этой связи главнокомандующий особое внимание уделяет состоянию и развитию вооруженных сил, их способности решать возникающие задачи по обороне территории Абхазии от возможного вторжения. Это значит, что руководящий и оперативный состав вооруженных сил обязан глубоко понимать вопросы военной безопасности и быть способным их решать. В Абхазию прибыла делегация МВД России, которую принял министр внутренних дел Роберт Киот. Во встрече также участвовал представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков. Детали в материале пресс-службы МВД. В Республику Абхазия в целях оказания практической и методической помощи МВД Республики Абхазия прибыла делегация Министерства внутренних дел России, которую принял министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киот. Во встрече также участвовал представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков. Добро пожаловать к нам в республику. Очень рада вас видеть. В первую очередь хотелось поблагодарить за оказанное содействие во всех направлениях. В принципе, это, посчитаю, у нас все идет по плану, работаем в том же ключе, которым и было обозначено согласно соглашению. Ну и как и для вас, и для нас тоже очень важно свериться, так скажем, с нашими результатами и, в принципе, двигаться вперед в том направлении, которое нам будет необходимо и полезно.
В ходе визита запланированы практическое взаимодействие, сверка реализации соглашения о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, денежного довольствия, социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 года и осуществление сверки сведений в сфере пенсионного обеспечения сотрудников МВД Республики Абхазия. Во встрече приняли участие заместители министра, полковник милиции Беслан Чкадуа и полковник Тенгиз Нормани, главный советник министра, подполковник милиции Инал Маршани. Генерал-майор милиции Роберт Кьют отметил важность данного вопроса и выразил уверенность в его скорейшем решении. Министр поручил заместителю Беслану Чкадуа оказать содействие сотрудникам МВД России в решении поставленных перед ними задач. Прокуратура Гулрыбского района возбудила уголовное дело по факту убийства Тенгиза Адлиба. Происшествие имело место 16 декабря сего года в селе Дранда Гулрыбского района. Адлиба Тенгиз Иванович, 1992 года рождения, занимался развозом хлеба на автомашине. Адлиба с неустановленным лицом, находившимся вместе с ним в качестве пассажира, двигался по проселочной дороге, когда пассажир произвел в него несколько выстрелов. 17 декабря был задержан и водворен в ВВС МВД гражданин Кацуба, подозреваемый в совершении убийства. Колонна Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии выехала с гуманитарным грузом в новые регионы России. Груз сформирован по поручению президента Аслана Бжани. Подробности в материале пресс-службы МЧС. Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась ранним утром из Сухума в новые регионы России. Груз сформирован по поручению президента Аслана Бжани. 50 тонн цитрусовых и бутилированной воды будут доставлены в Донецкую, Луганскую народную республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Доставкой груза лично руководит специальный представитель президента в новых регионах России, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Это первая поездка главы спасательного ведомства в статусе спецпредставителя в новые регионы. В ее рамках запланированы встречи с главами новых субъектов, обсуждение вопросов их взаимодействия с Абхазией в различных сферах. В формировании гуманитарного груза активно участвовали государственные и общественные структуры нашей республики, в частности, армянская община. Одна из многотонных фур от армянской общины в канун Нового года направляется в расположение интернациональной бригады «Пятнашка» при непосредственном сопровождении председателя Алика Минасяна. МЧС Абхазии много лет подряд в канун Нового года проводит гуманитарные акции на Донбассе. И, по словам руководства ведомства, данная традиция будет продолжена и впредь. Более 65 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования и транспорта. 35 эндопротезов для инвалидов первой группы. В Минздраве подвели итоги работы уходящего года. Вакцинация, лечение граждан за пределами Абхазии, диспансеризация населения, строительство детской больницы – это лишь небольшой перечень мероприятий, о которых шла речь. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. В начале пресс-конференции министр здравоохранения Эдуард Будба рассказал о том, какие средства потрачены на лечение граждан в Республике Абхазия и за ее пределами с 2019 по 2023 годы. 2019 года было потрачено на тот период 39 миллионов 996 тысяч рублей, за 2020 год 40 миллионов 956 тысяч рублей, за 2021 год уже 76 миллионов 208 тысяч рублей, за 2022 год 102 миллиона 605 тысяч рублей и за 2023 год 174 миллиона 598 тысяч рублей. Вы видите, какая динамика большая по цифрам, какой объем финансовых средств тратит государство на лечение наших граждан. В этом году более 700 граждан получили помощь по линии медицинского страхования. Почему, вы спросите, такая цифра? Потому что есть граждане, которые не находятся постоянно на территории Абхазии, находятся за пределами, в Российской Федерации, также пользуются этими привилегиями, пользуются полюсами обязательного медицинского страхования, обращаются в российские клиники. Мы в плотном взаимодействии с нашими гражданами. В любом случае, если нужна помощь, где бы пациент ни находился, они обращаются в Минздрав Республики Абхазия. Минздрав оказывает содействие по всем направлениям, по всем клиникам. Министр здравоохранения рассказал, что между Минздравом Республики и Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова подписано соглашение о сотрудничестве. Кстати, граждане Абхазии уже проходят лечение в медучреждении.
Буквально несколько дней назад пациентка поехала по полису обязательного медицинского страхования, получила процедуру стентирования коронарных артерий. Это вот буквально было в течение каких-то нескольких дней назад. И также мы работаем и с Российским научным центром хирургии, это ведущий российский центр хирургии, тоже общался с академиком, с руководителем этого подразделения, тоже есть понимание. Несколько пациентов уже поехали в это лечебное учреждение и получили необходимую медицинскую помощь. Что касается тех граждан, которые ездят в ближайшие наши к соседям, имеется в виду по Сочи, по Краснодарскому краю, также есть понимание в этом формате. Мы в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами. Отдельно хочется поблагодарить Минздрав Российской Федерации, коллег из Российской Федерации, которые в круглосуточном режиме, можно сказать, мы можем выходить с ними на связь. Главная цель – вывести медицину в республике на новый уровень. Для этого Минздравом при поддержке руководства страны принимаются необходимые меры, подчеркнул министр здравоохранения. В уходящем году для лаборатории Республиканской больницы и Национального онкоцентра закуплено оборудование на общую сумму 35 миллионов рублей. И стойки хирургические, это и видеомониторы, и дополнительно мы проговаривали о том, что будет комплекс, новое операционное оснащение. Это было совершенно на другой уровень хирургический, выйдет наша онкологическая служба. На оборудование, пополнение автопарка и другие мероприятия было потрачено более 65 миллионов рублей. Все целевые программы Минздрава реализованы. На централизованное приобретение медицинских препаратов и изделий для обеспечения государственных медучреждений потрачена сумма в 193 миллиона, при изначально заложенных на эти цели 150 миллионов рублей. Государство максимально старается нам помогать в этом вопросе. Я хотел бы отдельно сказать, что все наши пожелания и обращения к президенту, к премьер-министру никогда не остаются без внимания. Всегда нам стараются помогать, практически отзываются всегда на нашу просьбу. 2 мельцерских бокса абсолютно с нуля были отремонтированы и введены в эксплуатацию в инфекционной больнице города Сухум. Это крайне важное направление, потому что есть особо опасные инфекции. Ну, понятно, ковид, но кроме ковида есть еще и другие особо опасные инфекции, которые не должны смешиваться с теми пациентами, которые находятся, допустим, в том или ином лечебном учреждении. За год зафиксировано 924 случая заболеваемости COVID-19 среди населения республики. Более 200 человек проходили лечение стационарно. Работа в этом направлении ведется, отметил Эдуард Будба. Глава Минздрава рассказал и о сотрудничестве с коллегами из России и Беларуси, а также о стажировке абхазских специалистов за пределами Абхазии. Отправлены были наши специалисты в Турецкую республику, да, проходили там неоднократные стажировки по очень сложным и востребованным направлениям, по онкологической тематике, по другим видам оперативных вмешательств. Они сами там находились на протяжении более 1,5 месяцев. В общей сложности были оперативные вмешательства, которые они сами производили там. Это тоже большое дело. Мы сейчас буквально несколько дней назад виделись, говорили о том, что все эти навыки, которые они там получили, они должны внедрять в нашу практику на территории наших лечебных учреждений. В следующем году планируется масштабная диспансеризация населения Абхазии. В уходящем году она была проведена Минздравом совместно с ВАК в высокогорном селе Псху. Ежегодно приезжали туда врачи, рассматривали пациентов. Но я вам хочу сказать, что такой масштабной диспансеризации в селе не было, и сами жители села Псху об этом признаются. Мы подняли туда рентген-аппарат, отправили ультразвуковые, аппаратуру подняли, сделали рентген-аппаратуру с анализами. Потом Минздрав адресно всем нуждающимся, которым посмотрели специалисты, выписаны были лекарственные препараты, всем адресно за подписью были отправлены
в село медикаменты абсолютно бесплатно на сумму больше 300 тысяч рублей. Глава Минздрава также подчеркнул, что в республике существует нехватка кадров, сложная ситуация с детскими реаниматологами, инфекционистами, врачами ультразвуковой диагностики, хирургами. Поэтому наши специалисты в данный момент обучаются за пределами республики. Есть специалисты, которые сейчас обучаются в российских вузах, заканчивают свое обучение, кто-то практикуется, работает, мы с ними со всеми на связи. Поэтому, я думаю, 2024 год будет годом пополнения нашего Минздрава новыми кадрами, профессионалами, которые приедут в Республику Абхазия и будут помогать нам всем. Администрация Гагарского района сейчас занимается ремонтно-восстановительными работами в ЦРБ. Уже восстановлено реанимационное отделение, завершается ремонт в гинекологическом отделении. Также на 2024 год запланировано начало строительства республиканской детской больницы. Сложный там сам по себе проект. Мы долго совещались, мнение Минздрава было нацелено на то, чтобы построить это все на территории республиканской больницы, чтобы сделать один клинический городок, чтобы удобно было и взрослому населению, и детскому населению оказывать помощь на одной большой площадке. Это территория республиканской больницы. В уходящем году 20 женщинам была проведена процедура ЭКО на территории Российской Федерации. По словам главы Минздрава, в этом направлении ведется активная работа. Вот тут недавно приходила мама с малышом, показывала его мне. Вот, говорила, что вот благодаря Минздраву Республики Абхазия поехали, и такая процедура, более там, по-моему, 10 лет не было детишек. Но в этом направлении тоже ведется большая активная работа. Я хочу, чтобы с пониманием люди к нам тоже, знаете, вот когда мы пошли на эту встречу в плане ЭКО, да, это же все финансово емкое, любая процедура по кругу это за 600 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, там, когда нам приходят и говорят, вот у нас там есть там всего там надо 200-300 тысяч, это не так. Если человек едет на лечение, на полноценное лечение, то эта сумма за 600 тысяч рублей. Я сторонник того, чтобы мы наших граждан, нуждающихся в этой процедуре, отправляли в профильные научные центры, где есть большой опыт работы научной в этом направлении, такие как Московский там, центр имени Кулакова, знаете, там или другие центры, да. Есть вещи, которые вот приходят, люди оплачивают, настаивают на каких-то, мы хотим туда поехать, а потом эффекта нет, понимаете? Надо в этом плане тоже очень взвешенно и обдуманно подходить. Существует проблема с детской вакцинацией, что и вызвало рост заболеваемости коклюшем. Сегодня можно зайти в интернет и там вычитать абсолютно неверную информацию, абсолютно недостоверную информацию. Кто-то какие-то взбросы делает, антипрививочные, там как их назвать, я не знаю, но они недостоверную информацию там пишут. Не надо черпать эту информацию. Мы все дети Советского Союза, вот и лично я, мы все привиты, все по календарю прививок. Не бойтесь этого. У нас прививки хранятся должным образом, доставляются должным образом, температурный режим сохраняется, врачи осматривают. Если есть противопоказания для прививок, ну, врач посмотрит, есть медотводы, это не говорит о том, что все поголовно должны быть прививаться, но прослойка, иммунитет, он должен быть. В рамках пресс-конференции были затронуты и другие важные темы, касающиеся здравоохранения Республики Абхазия. Гугут Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. В рамках визита в Турцию делегации парламента Абхазии состоялась рабочая встреча с абхазским дипломатическим корпусом. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авицба проинформировал депутатов об основных направлениях деятельности полпредства. Депутаты также встретились с председателем Федерации абхазских культурных центров Левентом Атрашба. Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления деятельности, направленной на развитие проектов, предполагающих создание необходимых дополнительных условий для изучения в диаспоральной среде абхазского языка, сохранения и развития этнокультурных ценностей, традиций, обычаев.
В республике Адыгея состоялась церемония вручения наград добровольцам Отечественной войны народа Абхазии. По поручению руководства нашей страны с такой ответственной миссией в Адыгею отправились советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Джинджел и замглавы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе. 13 добровольцев из Адыгеи удостоены ордена Леона. 1 ветеран награжден медалью за отвагу. И еще 90 человек получили юбилейные медали «30 лет Победы». 30 лет назад закончилась Отечественная война народа Абхазии. Она длилась с 1992 по 1993 год. В ней активное участие приняли добровольцы именно с Северного Кавказа. Одни из первых, кто откликнулись на беду, произошедшую в Абхазии, это были добровольцы, в том числе из республики Адыгея, из города Майкоп. Вот эти ребята, они здесь находятся. И руководством Абхазии, руководством Министерства обороны была проведена исследовательская работа, и выявился такой факт, что, оказывается, наши бойцы не были награждены. Они участвовали в операциях очень серьезных, повлиявших на ход войны. И было принято решение их наградить. И вот такую почетную, приятную миссию руководство страны мне поручило. На площадке международной выставки форума «Россия» в Москве прошло подписание меморандума о сотрудничестве Министерства просвещения Абхазии и Всероссийского детского центра «Смена». Документ подписали министр просвещения Абхазии Налгабле и директор детского центра Игорь Журавлев. Международная выставка «Форум Россия» – это демонстрация главных достижений страны. В мероприятии принимают участие 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. По приглашению чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Никарагуа Александра Хохоликова чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария посетил торжественный дипломатический прием, посвященный Дню дружбы Никарагуа и России. Торжественное мероприятие посетили советник президента Никарагуа Лаурено Артега, глава МИД Никарагуа Денис Манкада, мэр Манагуа Рейна Руэда, члены правительства и дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Никарагуа. Депутаты Сухумского городского собрания приняли бюджет города на 2024 год во втором окончательном чтении. В заседании принял участие глава администрации столицы Беслан Эшпа. Мэр Сухума рассказал о планах на следующий год, который объявлен годом образования. Помимо работы в сфере образования, планируется большая работа и по линии здравоохранения. Мы подняли очень серьезно с помощью администрации города зарплаты по всем направлениям. Это и национальная экономика, и жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Было поднято практически на 50% социальные выплаты. Это очень хорошая тенденция. Мы сегодня понимаем с вами, что те выплаты, которые производятся, они не соответствуют прожиточному минимуму. Но та скорость, с которой мы поднимаем ежегодно, она достаточно большая. Если мы в таком же режиме продолжим и дальше, я уверен, вот с помощью администрации, с Бесланом Федоровичем помощью, мы будем ежегодно повышать в очень серьезных темпах. И тогда, наверное, через несколько лет действительно будут такие выплаты, которые будут чувствоваться нашим населением. И это очень важный момент. Этот год мы прошли достойно, я считаю, да, 30-летие Победы, все мероприятия, которые проходились по городу, без участия администрации города не проходили. Вот эти затраты, которые мы с вами утверждали на этот год, тоже успешным образом литерные вещи были реализованы. Таких вещей на следующий год нет, поэтому текущие вещи мы будем с вами приводить в порядок, а основной упор делаем, вот как сказал наш уважаемый депутат, будем упор делать и на образование, и здравоохранение немного. Мы подняли оклады да, для обычного работника, наверное,
существующие оклады и премии он воспринимал как заработную плату, как должное. Но мы с вами в этом плане не имеем права ошибаться, поэтому оклад увеличен вдвое. Плюс из премиальной части уже суммированные добавлено 30%, правильно? То есть если он раньше получал там 8 тысяч рублей и к 8 тысячам там мы добавляли 100%, то сейчас получая 16, к 16 добавляется 30%. То есть в любом случае идет существенное увеличение, поэтому мы смело говорим о том, что мы пошли для муниципальных служащих, которые работают. По всем остальным вопросам, я думаю, что те обещания, которые дает администрация, мы стараемся их выполнять. Это касается приобретения автомобиля для управления молодежи и спорта. Также ставился вопрос по поводу приобретения автомобиля в поликлинике, потому что есть адресные люди, которые болеют, и надо обязательно, чтобы доктора посещали их. Все обязательства, я уверен, мы выполним, может, даже и в самом начале первого квартала. Поэтому спасибо за работу комиссии, спасибо за участие в таком рабочем режиме рассмотрения бюджетных показателей 2024 года. Репортаж с заседания Сухумского городского собрания смотрите в ближайших выпусках новостей. В Общественной палате прошло расширенное заседание комиссии по здравоохранению, спорту и делам молодежи. Участники обсудили проблемы и перспективы развития спорта и молодежной политики в Абхазии. Во встрече приняли участие советник президента по спорту Ахра Ашуба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба и его заместители. Репортаж Шазина Ханагуа. Открывая встречу, секретарь Общественной палаты Гули Кичиба отметила, что комиссия в течение года планировала обсудить проблемы и перспективы развития спорта и молодежной политики в республике. Однако провести заседание удалось лишь сейчас. Я хочу сказать, что я сама из 7 спортсменов. Я горжусь тем, что каждый год турнир в память моего сына проводится вами. Это тоже... для меня это очень много значит, потому что он тоже был рекордсменом в области тенниса. И молодое поколение в этом направлении сейчас очень большие результаты показывает. Для любого государства вопрос молодежной политики и спорта – это одна из самых, наверное, важных задач в стране. Это будущее страны, это здоровье нации, как говорится. Тем более мы видим из средств массовой информации, что наши ребята показывают хорошие результаты в разных видах спорта. Это и теннис, вот здесь Гуля Михайловна сказала, и бокс. Сейчас не буду все виды спорта перечислять. Вот это отрадно, это нас, конечно же, всех... Да, это нас всех, конечно же, не может не радовать. И спасибо ребятам, что они показывают результаты. Спасибо их родителям, что они помогают, рядом стоят с ними. Спорт позволяет рассказать и заявить о себе, о своем государстве, о принадлежности к нему. Достижения абхазских спортсменов не могут не радовать. Ежегодно число людей, занимающихся спортом в республике, растет. Так, в 2023 году было проведено более 200 спортивных мероприятий. 85 из них на территории Абхазии, а остальные в Российской Федерации. А по молодежной политике 29 мероприятий. Проблем, с которыми сталкивается Госкомитет по делам молодежи и спорту, немало. Одна из наиболее важных – вопрос инфраструктуры. Не хватает помещений. Сегодня в республике около 80 спортивных сооружений. Большая часть из них не функционирует. А в ведении Госкомитета из этого числа лишь около 7. Это спортбаза Ишира, вы знаете, в каком она состоянии. Это база, грибная база в Гальском районе. Это республиканский стадион в городе Сухум, это теннисная школа, еще один теннисный корт. И рядом с еще у нас есть спортивный зал, который был сгоревший, вы знаете, тоже он не функционирует. И на территории Шера, который у нас футбольный стадион. То есть, грубо говоря, в ведении Госкомитета, который проводит в большей степени спортивные мероприятия, мы имеем маленькое количество спортивных объектов. Если мы проводим мероприятия, то мы проводим мероприятия в ведении, которые являются в Министерстве образования, мы за это платим аренду и проводим там спортивные наши все мероприятия. На мой взгляд, это неправильно. Если есть возможность об этом поговорить, я хотел бы на эту тему тоже отдельно поговорить. Тарас Хагба рассказал и об итогах поездки в Москву. В результате состоявшейся с руководством Минспорта России встречи появилась возможность заявить об Абхазии на международной арене. Это, получается, игры БРИКС. Вы знаете, какие державы международные
принимают в этом участие. То есть у наших спортсменов будет возможность конкурировать с ведущими спортивными державами. Для нас это дорогого стоит. В том числе игры дружбы, которые, в принципе, как и функционеры спортивные говорят, это аналог Олимпиады. Вы знаете лучше меня, особенно старшее поколение, какая у нас спортивная держава, какие у нас великие соотечественники, которые становились и призерами Олимпиады, плюс становились чемпионами в этой области. Есть еще и мастера спорта международного класса, есть мастера спорта СССР, но это все было тогда, когда спорт был бесплатный, инфраструктура была на хорошем уровне и конкуренция была на высоком уровне. Сегодня этого всего, вы знаете, можно сказать, почти нет. На сегодняшний день в республике 14 тысяч спортсменов. И при всем желании Госкомитет не может уделить должного внимания всем. Тарас Хагба и его заместители подробно рассказали об итогах работы и первоочередных проблемах, которые необходимо решить. В уходящем году по всем направлениям спорта из резервного фонда президента было выделено более 9 миллионов рублей, сообщил советник президента по спорту Ахра Ашуба. В плане развития нашей отрасли нам активно помогает лично президент. Асланом Георгиевичем из резервного фонда было выделено немало средств на поддержку и развитие отрасли спорта в нашей стране. Благодаря этому было много сделано в этом направлении. Помимо решения технических вопросов, было проведено много соревнований и турниров. И мы можем сказать, что во многом благодаря поддержке президента физкультура и спорт в Абхазии находятся на значительно высоком уровне. И за последнее время были показаны очень хорошие результаты не только в нашей республике, но и за ее пределами. Безусловно, спорт играет важную роль в борьбе с вредными привычками и зависимостью. Спортивная активность помогает сосредоточиться на здоровом образе жизни. По мнению участников встречи, необходимо развивать и поддерживать спортивные программы и направления в обществе, чтобы содействовать более здоровой и благополучной жизни для всех. В основном встреча проходила в форме диалога. Были затронуты актуальные темы. Кроме детской и юношеской спортивной школы, для молодежи города Гудаута, где, допустим, вышли из школы, так скажем, да, студенты, там, те, которые уже работают где-то, у них нету нигде, где тренироваться, зал бокса нету. Но что я хочу задать, вот вы с ними проводите какую-то политику в этом направлении, хотя бы территории, земельные участки, определить, где на будущее можно за какие-то привлеченные ресурсы. Но в Гудауте до сегодня, по сей день, вот депутаты, когда избираются, очень хорошо говорят об этих проблемах, как мы спортсменам будем помогать. Что-то я не вижу нигде, что какое-то выделение земли было для спортивного. Шира, дело в том, что когда-то здесь, ну, это все знают, вот с того, что вы говорили до этого, что привлечь сюда таких выдающихся спортсменов, скажем, и даже из России и так далее, или же создать условия, чтобы и наши спортсмены, и спортсмены соседних государств, дружественных к нам, там проходили какую-то вот подготовку. Вот я ранее сказал, мы сделали документы соответствующие. Общее количество гектаров, я вам тоже скажу, 301 гектар на сегодняшний день. 301. 8 из них, если не ошибаюсь, в 2018 году было передано в оперативное управление Госкомимущества на строительство медицинского учреждения. До сегодняшнего дня этого учреждения пока нету, но ведутся переговоры. Вопросы развития данной площадки, большой спортбазы, обсуждаются на уровне президента. То есть он под своим контролем держит этот вопрос. Мы со своей стороны тоже говорим, что мы думаем по этому поводу. Построить, взять на абхазские деньги, на средства государства нашего спортивный объект такого большого комплекса мы не можем. Мы до меня, которые предшественники были, работали в Госкомитете, встречались, разговаривали с министром спорта, с функционерами спортивной федерации в России. Они тоже не заинтересованы в этом деле. Почему? Потому что по Краснодарскому краю наподобие таких объектов около 6-7, и они не заполняются. Участники заседания отметили, что готовы встречаться и обсуждать насущные проблемы и пути выхода из сложных ситуаций. В преддверии Нового года женщинам Общественной палаты были вручены цветы от Госкомспорта. Шазина Ханагуа, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. В завершении выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 21 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1 плюс 6, днем плюс 8, 13. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.